Как вот, знаешь, кучу вызов, анализы своих забирал, фамилии перепутать, там всем за место, ну, грубо говоря, Кошеленко, напечатали там Калиниченко. Врачи приезжают 2 раза в сутки после смены и пытаются сдать собранные материалы для тестов. Но чаще всего видят в окошке вот такую табличку. Все анализы вообще принимаются, или бывает такие случаи, не все берут. А такой нет ситуации, что там какой-то лимит установлен? Здесь вот лимит? Да. Здесь, да, здесь есть, мне кажется. Мне сказали, вы должны взять. Я привезла, здесь не берут. А что же не так? По договоренности сейчас. И вам часто приходится возвращаться? Сейчас. А если не удастся, никуда сдать? Завтра. Хранить. Отмораживать. Да, нет, конечно, они берут ограниченное количество анализов. Они все возмущены, они ни дверь не открывают, ничего. Лазер сказать, читал, что у нас не жизнь такого. Очень удобный подход. Даже не нужно ничего подделывать. Сколько тестов принял, такая у тебя и статистика. Но а какой смысл это? Понимаете, любой действие должно предлагаться какой-то смысл. Ну а зачем нам снижать заболеваемость? Но вот она есть и есть. Единственное, она может чуть-чуть задерживаться. Все зависит из-за того, что результаты иногда мы получаем несколько позже, потому что они требуют какой-то верификации более детальной. Из-за этого может случаться. А так, чтобы специально уменьшать, увеличивать, невыгодно не повышать, невыгодно не уменьшать. Всегда выгодно показывать то, что происходит, потому что от этого зависит принятие управленческих решений. То, что мы с вами увидели на видеоролике, могло быть обусловлено тем, что в этот период времени количество забранных анализов превышало намного возможностей наших лабораторий. В апреле, мае и даже в июне этого года это был самый большой наплыв больных. Тогда у нас по приказу Минздрава лабораторно исследовались абсолютно все температурящие больные, или которые хотя бы имели какие-то малейшие признаки заболеваний, а также их контактные. Почему вот эти сотрудники больниц, получая здесь отказ, не ехали в другие лаборатории, а на следующий день опять возвращались сюда? Значит, я хочу сказать, кто сюда доставляет пробы. Вот кто говорит, врачи или что-то. Врачи, конечно же, врачи не будут доставлять пробы. То есть это у нас, ну, как максимум, это фельдшер, медсестра, значит, или тот или иной водитель той или иной скорой помощи. И такое тоже есть. И поэтому, ну что мы возьмем с водителя скорой помощи? В среднем где-то меньше 8-10 раз. Сейчас мы готовимся к осенне-зимнему периоду, и также, может быть, возникнут такие очень сложные какие-либо проявления вирусной инфекции.